А в Нерюнгри живет немало увлеченных людей, среди которых есть любители ретро-автомобилей. Наши коллеги встретились с некоторыми из них и смогли изучить историю российского автопрома поподробнее. Далее расскажет Сергей Козюра. 21-я «Волга» – самый популярный и массовый ретро-автомобиль производства СССР. Чудо-раритет 61-го года Андрею Канцареву достался в наследство от отца, который в свое время приобрел «Волгу» в городе Мирном. Кстати, в 1961 году с конвейера Горьковского автозавода сошло 51 150 седанов ГАЗ-21. Розничная цена автомобиля на то время составляла 5100 советских рублей. Отцу Андрея машина в 1980 году обошлась в 8000 рублей. И бегает, то что-нибудь сломается, сделаем, опять бегает. Легко так. И в управлении, и в ремонте тоже. Под капотом все выглядит безупречно. По словам хозяина, ходовка в хорошем состоянии. В салоне сохранились оригинальные чехлы. Разве что не помешает поставить помощнее двигатель. В общем, Андрей про свою «Волгу» говорит, что это квартира на колесах. И называет ее не иначе как Элеонора. А хозяйкой этого чуда советского автопрома, запорожца 1967 года выпуска, является длинноногая блондинка. Ее вполне устраивает размер машинки. Я вообще спокойно помещаюсь, то есть и на педали как бы вообще нормально нажимать, то есть за руль маневрировать. На нем очень удобно, кстати, маневрировать. Он компактный на дороге. Единственное, что вот у него одно зеркало, и приходится постоянно смотреть вот в зеркало заднего вида. Вот. А на самом деле он очень удобный, он везде буквально можно припарковаться. Вот. Мне он нравится. Запорожец АЗ-965А, модификация с двигателем мощностью 27 лошадиных сил, выпускавшийся с ноября 1962 по 1969 год. Всего было выпущено 322 166 автомобилей всех модификаций. О таком автомобиле Ольга с мужем мечтали давно, а купили они его в Приморском крае и ни разу не пожалели. Наблюдать на улицах молодого города живые легенды технического прогресса – весьма интересное зрелище. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри.